Подбегает, бьет по лицу и убегает. Нападают на женщин. Уже несколько случаев было. Не слушали. Количество заявлений в полиции о случаях нападения увеличивается. Сколько уже жертв и что говорят правоохранители? В Альметьевске во второй раз прошел форум, посвященный 3D-моделированию. Надеемся, что часть ребят найдут для себя, откроют по новой Альметьевск. Космос, авиация, нефтяная отрасль. Задачи по развитию этих отраслей участники решали в прошлом году. Какие темы на повестке в этот раз? Почтили память педагога, наставника и композитора. В Альметьевске прошел концерт в честь автора татарского хита «Урсал Тауда». Это новости Юго-Востока, в студии Елена Бауэр. Здравствуйте. В Альметьевскую полицию поступило еще одно заявление о нападении на женщину. Уже третье, с описанием похожего случая. Инциденты с нападением в городе начали обсуждать в начале недели. В соцсетях нападавшего описывают как невысокого молодого человека, который подбегает, бьет жертву по лицу и убегает. Вообще не задумывалась. У меня доверие. Эта жительница города не задумывалась о том, как сможет защитить себя, если вдруг на нее нападут. Как показала эта неделя, сейчас такой навык не помешает всем девушкам и женщинам. В понедельник в социальных сетях появилось сообщение об одном из первых нападений. На нашу сотрудницу напал на прошлой неделе посреди бела дня на глазах у людей невысокий молодой парень. Люди остановились и посмотрели спокойно на это избиение и пошли дальше, когда каким-то чудом девушка его оттолкнула и он сбежал. Я понимаю, что у многих шок, у других страх, но нападения на девушек продолжаются. В городских пабликах альметьевцы рассказали, что неизвестный подбегает, бьет по лицу и убегает, не прихватив при этом ничего из вещей жертвы. Но не все жительницы города знают, что могут пострадать от нападения. В Альметьевске нападают на женщин. Что-нибудь слышали об этом? Нет. Нападают на женщин. Уже несколько случаев было. Не слушали. А в местном отделе полиции уже лежит 3 заявления с описанием похожих случаев. Еще одно появилось совсем недавно. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможных свидетелей, очевидцев происшествия. Проводятся все необходимые мероприятия по установлению личности мужчины, причастного к происшествию. Все материалы переданы участковым полномоченным. Правоохранители предупреждают, нападают на женщин разного возраста, поэтому на улице нужно не терять бдительность. А если не повезет встретиться с преступником, то сообщить об этом лично в отдел или позвонить в дежурную часть. Адрес и телефон на экране. В Альметьевске школа номер 7 перешла на дистанционный формат обучения. Информацию подтвердила начальник управления образования Ирина Павловская, уточнив, что ограничения продлятся до пятницы. Меры приняты, чтобы минимизировать распространение вирусной инфекции. Ранее сообщалось, что в связи с информацией о возможном массовом отравлении в школе номер 7 Альметьевска было принято решение о разобщении детей. Также в учреждении сократили число занятий. По словам Ирины Павловской, информация об отравлении не подтвердилась, поскольку результаты экспертизы в школьной столовой не выявили нарушений. Также руководитель сообщила, что обращений больше в больницу не фиксировалось. Команды из 10 регионов России, не считая Татарстана, собрались в Альметьевском политехническом техникуме на хакатон. Форум, посвященный трехмерному моделированию и применению технологий в современной промышленности, проходит второй год подряд. Космос, авиация, нефтяная отрасль. Задачи по развитию этих отраслей участники решали в прошлом году. На повестке этого года экология и городская среда. Новый год, новые задачи. В 2022 году тем тоже было 3, но в 2023 места космоса и беспилотников заняли экология и городская среда. Решают их больше 50 участников. Молодежь аккумулировать здесь, чтобы они в нефтяной промышленности, в IT-направлениях, в строительстве. На сегодняшний день острая нехватка квалифицированных рабочих кадров, острая нехватка квалифицированных специалистов. В соседнем кабинете урбанисты-технари работают над благоустройством территории и реконструкцией самого здания вокруг кинотеатра «Татарстан». В одной из команд Михаил Павлюченко. Михаил – девятиклассник 5-й школы Южноуральска. И своей будущей профессии его больше интересует художественная часть. Я интересуюсь концепт-артами, а там очень полезно знание 3D. К тому же я собираюсь учиться на фронтенд-разработчика, там это тоже очень важно. Нефтяники и художники, строители и программисты, руководство района заинтересовано в каждом перспективном кадре. И о том, что Альметьевску рано или поздно придется переманивать их из соседних районов и регионов, говорят как минимум 5 последних лет. И хакатон – подходящая площадка для того, чтобы показать, что в городе есть где учиться и будет где работать. Конечно же, рассчитываем, надеемся, что часть ребят
найдут для себя, откроют по новой Альметьевской, и, возможно, в дальнейшем построят свою судьбу и карьеру нашим городом, развивающимся очень активно. Впервые хакатон прошел в прошлом году, и в состав команды организаторов вошел представитель перспективной молодежи. Дмитрий Суворов в прошлом году окончил Альметьевский политех, а в этом вошел в педагогический состав СУЗа. Дмитрий — автор темы задач, которые нужно решить участникам. Экология с каждым годом все более и более это актуальная тема, то есть она никогда не уходит. И также благоустройство города, то есть город развивается, почему бы не помочь ему в этом? Посмотреть со стороны на разные места, сооружения, здания. Без изменений оставили тему нефтянки. В первую очередь и потому, что именно большая тройка предприятий нефтесервиса – потенциальные работодатели выпускников техникума, которые своих идеальных кандидатов начинают отбирать чуть ли не с первого курса. Поддержка таких мероприятий, конечно же, имеет самое большое и непосредственное значение для обеспечения устойчивости и кадрового потенциала, и не только компании, но и в целом всей республики нашей страны. Сегодня здесь собрались представители большого количества регионов, талантливые, перспективные, толковые ребята. Толковые ребята из разных регионов не делятся по территориальному признаку. Команды смешаны, чтобы будущие представители креативной отрасли развивали не только профессиональные навыки, но и социальные. А умение работать в коллективе – один из них. Чей подход в каждой из тем окажется ближе к реальности и кто возьмет главный приз, будет известно на второй день хакатона. Тимур Туманов, новости Юго-Востока. Любимый автор придет к вам домой. Редакции газет «Знамя труда» и «Эльмет Танары» объявляют акцию «Подписка на дому». Вы можете пригласить журналиста газеты или телеведущего канала ЮВТ-24 к себе домой. Он поможет вам оформить подписку на первое полугодие 2024 года. Звоните по телефону 440588, узнавайте подробности и, возможно, именно вы познакомитесь лично со своим любимым автором. Главные события города, района и всего Юго-Востока Республики есть на нашем сайте. Если хотите оперативно узнавать свежие новости, подпишитесь на наш телеграм-канал. Предложить тему для выпуска можно, написав нам в WhatsApp. Это еще не все новости, вернемся после короткого перерыва. И вот о чем расскажем в следующей части. В Лениногорске прошел вечер татарской культуры. На нем вскрыли бабушкин сундук и нашли сокровища. Почтили память педагога, наставника и композитора. В Альметьевске прошел концерт в честь автора татарского хита Урсал Тауда. В Лениногорске прошли татарские посиделки под названием «Бабушкин секретный сундук». В программу вошли песни и танцы под гармонь, частушки, народные игры и, конечно, угощения национальными блюдами. На один вечер гости торжества погрузились в мир татарской культуры. В деле участники вокального ансамбля «Негаснущее пламя». Зрители и артисты встретили радушно, с чак-чаком, оладьями, пирогами и, конечно же, с основой праздника, песнями и танцами. Кроме выступления талантливых артистов, гостей торжества ожидало знакомство с содержимым бабушкиного секретного сундука. Внутри настоящие сокровища, татарские национальные украшения, вышитые полотенца, а еще сборники пословиц, поговорок и различных игр. Эта часть праздника больше всего пришлась по душе одной из зрительниц, Минтиле Хакимовой. Она вспомнила свое детство. В их семье очень любили татарскую музыку. Ее дед и отец ушли на войну, оставив свои гармошки. Папа вернулся живым, дождалась его и гармонь. Мама берегла любимый инструмент супруга. Очень нравится. Такой дружный здесь коллектив. Так хорошо поют, так все прямо приветствуют нас. Нас даже угостили блинами. Это очень-очень даже хорошо, очень приятно. Дошла очередь и до национальных игр. Участники ансамбля и зрители поиграли в клубочек, колечко, угадай мелодию. Такие встречи играют большую роль в сохранении и передаче народного искусства и творчества. Пожелание организаторов одно, чтобы на татарские, русские, чувашские и мордовские посиделки приходило больше лениногорцев. Ведь это наша история. Марина Алтунина, Роман Богатов, новости Юго-Востока.
Его называют татарским классиком, педагог, наставник, композитор и просто друг. Раис Нагимов 33 года возглавлял первую музыкальную школу Альметьевска. Ежегодно, начиная с 2013 года, ученики, учителя и зрители собираются на вечер памяти по-настоящему народного артиста. В программе концерта 17 номеров, большая часть которых авторские произведения Раиса Нагимова. Исполняли и неспешную авторскую лирику, и попуррино-задорные народные мотивы. Исполняли последние Лилия Шайдуллина и Амина Лагманова. Последняя уже как 2 года окончила школу, но выступает на некоторых концертах как приглашенный артист. На этом играла на курае, инструменте в современности не очень востребованном. Курай – это татарский народный инструмент, поэтому пьесы татарских композиторов звучат на нем особенно приятно. И так, как это должно звучать, особенно в сочетании с баяном. 10 лет кряду дань памяти Раиса Нагимова в годовщину смерти отдают большим концертом. 33 года он отдал первой музыкальной школе Альметьевска, одному из старейших учебных заведений города. И Раис Нагимович занял место не только в сердцах, но и в школьной программе. На наследие Моцарта и Баха никто не посягает, но если есть свои классики, грех не включить их в учебный план. Так, если совсем по-простому, рассуждают педагоги. Раис Нагимович писал песни. То есть он был самым знаменитым, самым популярным, самым виртуозным баянистом, концертмейстером. И играл очень талантливым певцам. Выступали педагоги, выступали ученики, играли, пели. В программе вечера было 17 номеров, и зрители редко какого артиста отпускали за кулисы без криков «Браво!» на прощание. В зале и те, кто знал Раиса Нагимова лично, так сказать, современники классика. А напоследок организаторы приготовили для публики народное караоке под самую народную песню. В конце 80-х к созданию будущего хита «Урсал Тауда» приложили руку знаковые для культуры Татарстана личности. Музыку написал Раис Нагимов, стихи Сажида Сулейманова, а исполнил Салават Фатхидинов. Заняв первое место на телеконкурсе, песня ушла в народ и стала самой популярной в Альметьевске 90-го года. Со временем шлягер стал считаться неофициальным гимном города. Современный татарский классик окончил свой жизненный путь в 2012 году. В 2013-м первая музыкальная школа города получила его имя, а в 2023-м ему бы исполнилось 77 лет. Тимур Туманов, новости Юго-Востока. В Лениногорской центральной библиотеке имени Габдуллы Тукая состоялся творческий вечер Татьяны Бутиновой. Послушать истории создания стихотворений и насладиться чтением поэтессы пришли ее коллеги, близкие и друзья. Педагог, поэтесса, певица, актриса и просто талантливая женщина – все это про виновницу торжества Татьяну Бутинову. Этот вечер был посвящен одному из ее талантов – писанию стихов. Она автор более 100 стихотворений. Тематический диапазон поэтессы широк. Она пишет о любви к родине, к людям, к природе. Люблю писать про кошек. Это у меня вообще самое-самое любимое состояние души. Как только увижу какую-нибудь картинку или какую-нибудь фотографию, или вообще просто котик пробежит мимо или кошечка, мне сразу так и тянет взять в руки карандаш или ручку, или все, что под рукой, и быстрее записать. Такая встреча для Татьяны Манибовны впервые. Хоть женщина и пишет с детства, представить свое творчество решила только сейчас. Как объясняет поэтесса, пришло время. Поддержать в новом деле ее пришли коллеги, близкие, друзья и ученики. Конечно, не обошлось без сюрприза. В этот вечер Татьяна Бутинова побывала и в роли слушателя. Студенты талантливого педагога и ребята из арт-студии «Браво» прочитали стихи писательницы. Кошку Патю не наденете вы платье. Кошка будет отбиваться, будет дергаться, кусаться. Не нужны ей платья, юбки. У нее есть чудо-шубка. Татьяна Манибовна очень позитивный человек, очень творческий, личностно развитый. Она нас учит, как правильно петь, как правильно рассказывать стихи, где поставить запятую, где выразить ту эмоцию. Встреча с поэтессой закончилась вопросами о творческих планах. Ответом писательница порадовала всех собравшихся. В будущем она планирует выпуск собственной книги. Марина Алтунина, Роман Богатов, новости Юго-Востока. В Альметьевске стартовал хоккейный турнир с участием сборных команд юношей до 16 лет. На него прибыли 10 команд из разных регионов России и Беларуси. Участники поделены на 2 подгруппы по 5 команд в каждой. Альметьевскую школу хоккея представят сразу 5 хоккеистов.
В Центре хоккейной подготовки «Нефтяник» 22 ноября состоялось торжественное открытие турнира. В нем приняли участие сборные команды юношей до 16 лет из федеральных округов России, а также команды Республики Беларусь. Вдвойне приятно это соревнование проводить в Приволжском федеральном округе на Альметьевской земле. За последние годы город Альметьевск регулярно, ежегодно проводит соревнования всероссийского уровня. Сыграть готовятся 10 команд из разных регионов федерального округа. Также команды Санкт-Петербурга, Москвы и Беларуси. На данном этапе команды провели 8 игр. Позже пройдут перекрестные матчи, а финал состоится 1 декабря. Представляем арбитров сегодняшнего матча. Главные судьи. 5 хоккеистов представят Альметьевскую школу хоккея. Турнир 3х3 «Новое направление хоккея» стартует после окончания первенства. Он пройдет 2-3 декабря. Маргарита Трегубенко, Ильнур Залятов. Новости Юго-Востока. Это все новости на сегодня. Посмотреть выпуск сначала вы можете на нашем сайте. Его адрес almetivsk-ru. Делитесь мнением о важных и интересных событиях дня в комментариях, а также пишите нам свои пожелания и предлагайте темы для новых выпусков. Всего доброго!